указу Государственного комитета обороны вы, ингуши, объявляетесь изменниками и врагами социалистической Родины. И все без исключения будете выселены отсюда навсегда. У кого-то большие цели, у кого-то маленькие. Здравствуйте, товарищи. Вас ожидают. Все ведь стремятся наверх. Yakino zagdi yazak başlayanı dalşı bizim berkatimiz amura zmeli şoy войнаха общественного войны советский арвелс масни гасты мут бус амбябы сюда сейчас гасты арвах это кумелы дуэли. Действительно, вот этот фильм, посвященный столетию образования ингушской государственности, он впечатляет своей действительностью. Действительно, с 1922 года Ингушетия имела свою государственность. Республика развивалась хорошо, лучше других автономий, тем более на Северном Кавказе. Шли годы, но почему-то потом все это дело изменилось в худшую сторону. Забрали город Орджоникидзе, вот, и впоследствии, значит, 1937 год, арест и прочее. И когда начальство говорило, надо арестовать или расстрелять скольких-то граждан, когда подчиненные спрашивали, а как мы найдем основания, за что их арестовать или расстрелять, руководство отвечало, была бы папаха, обвинение найдется. Вот такая участь была осуждена ингушскому народу. Ну и в конце концов, конечно, 1944 год, несмотря на то, что ингуши отчаянно с первых дней Великой Отечественной войны воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны, были награждены 150 с чем-то, 158, да, человек были представлены званием Героя Советского Союза. Но, однако, по национальному признаку их вычеркивали, и они вынуждены были сложить свои погоны, лишиться орденов и пойти за просторы Казахстана искать своих родных. Вот такова была участь участников Великой Отечественной войны. Ну, вы знаете, каким путем, значит, какой жестокостью выселяли, в каких вагонах ехали, какие страдания были, перенесли наши деды. Мне было где-то около 5 лет в 1944 году. Я помню вот эти костры, помню вот эти вагоны продувные, помню, как закрывались вот эти автоматчиками, вот эти двери, как ходили за водой, за кипятком ходили. Я помню и мерзлую картошку, которую употребляли в первые годы выселения. Вот такова была участь нашего народа. И вот вы видели, сколько отважных сынов ингушского народа стремилось восстановить справедливость. Вот это письмо
действительно вот эти письма писались неоднократно, рискуя жизнью, рискуя, значит, своим положением, ну, за народ. Вот таковы были конохи, понимаете, которые стремились добиться справедливости. Вот это емкое слово, ингушское слово конох, вот это были вот такие вот люди. Но благодаря тому, что вы видели, как когда выселяли, один старик говорил: не плачьте, не беспокойтесь, нас везут, не повезут туда, где нет Аллаха. Благодаря нашей мусульманской вере, нашему исламу, благодаря тогдашнему единению нашего народа, взаимопомощи, мы смогли выжить и в конце концов создали свою Ингушскую республику, свою государственность, и сейчас, которая действует. Поэтому, конечно, нашему подрастающему поколению надо все это помнить и знать. Вот огромное спасибо всем, кто принимал участие в постановке этого фильма, чтобы оно стало достоянием не только ингушского народа, не только в странах СНГ, в России. Если это распространится по всему миру, о нас будут знать правду. Знать правду – это великое дело о народе, это наше достояние, понимаете? Поэтому я думаю, вот ныне живущие ингуши, они должны помнить, в каких трудных условиях друг друга поддерживали, какой крепкий баст был, единение было. Нам надо вот эти дела, лучшие традиции, которые были, которые помогли нам сохраниться как народ, чтобы продолжали наше подрастающее поколение, чтобы они друг друга знали, друг другу помогали, чтобы всегда они стояли горой один за другого. Дальше нового создали, в этом чахудович, басфутболыч, да нового создали. Дальше с кем я пошел, баркухов, Вряд ли что можно сказать более, чем Салман Сайдарович сказал, наш бессменный председатель культурного центра, который со дня основания до сегодняшнего дня, хотя на отдыхе, его предводитель, который замещает его, называет по сей день бессменный. Так оно и будет. Сколько он будет жить, его будет помнить даже и после смерти. Дай Бог ему здоровья. Конечно, много он сказал справедливого. Вот люди здесь стоящие, конечно, по преданиям, по разговорам помнят, а мы это на своей собственной шкуре испытали. Я вот ребенок дети войны, мы дети войны. 5 лет Салман Сайдаровичу было, мне 4 года. Все, что он рассказывает, мы видели его очень наяву. Мы знаем запах хлеба, мы знаем запах еды. Это по сей день прошло 85 лет. Мне на сегодняшний день, когда хлеб где-то увижу, валяется, я тому 44-45 году воспоминаний вдаюсь, когда эта крошка хлеба не могла нигде валяться. Бывало, бабушка, казашка печет хлеб в своей печурке. Мы пробегаем, дети, а горящий хлеб он особо манит. Мы останавливались, эта бабушка видит, что дети голодные, корочку надорвет, отдаст. И вот по сей день это запах этой корки, вот оттуда жалость к хлебу, жалость ко всему. Все, что на земле есть, человек питается. Он создан Всевышним питаться, жить, подкреплять себя. Поэтому, что я хотел сказать? Весь сыр-бор сегодняшнего нашего сборища состоит в том, чтобы вот этот фильм, люди, которые безустанно 3 года неимоверным трудом, знаете, на их пути много было преград. И сейчас не буду хаять Союзной Республики, ни Россию, никого. Кое-где, как вам всем известно, хотят эту историю переписать. Хотят, чтобы этого не было. Давай этого не было. Хватит про это. Как хватит? Разве хватит то, что Гитлер погубил 28 миллионов? Разве это можно забыть? Разве можно забыть январскую стужку? 500 000 людей
телятнике, в вагоне, где еще навоз не высох. В этих неимоверных условиях люди были водворены с детьми, старики, неимущие, больные. Двигались 19 суток в этом вагоне. В неделю 2 раза или раз открывался вагон для того, чтобы на вокзале где-то взять водички. Люди прибегали с этой водой, кто опаздывал забраться в вагон, закрывали вагон, эти люди там падали, их пристреливали. Больных, которые там чахли, старались до конца довести, представляли, что они как бы живые. Заходили солдаты, вот наши солдаты, не гитлеровские, наши советские люди, заходили. Я говорю, вот человек, он еще живой. Ну, если живой, штыком тычет, если не закричит, значит он мертвый. Закричал, оставляет, если живой, мертвый выкинет под откос. Вот такие ужасы перенесли эти люди. Вы же в этом не виноваты. Разве виноваты сегодня вот эти дети, которые слушают? Цель вот этого всего нашего сегодняшнего показа фильма, чтобы этим детям они знали, что было такое время. Кое-кому даже и не снилось, что я рассказываю. Может, даже легенда это. Нет, вот, живая легенда, я перед вами стою. Живой человек, 85 лет. Это все я видел. Доброта человека спасет мир. Это правда. Все равно люди, которые здесь мы сюда прибыли, были оповещены, что едут люди-звери. У них, знаете, на лбу один глаз, они съедают людей. С ними надо относиться по-волчьи, с ними никакие дружбы не должны содержаться, изоляцию держать. Им ничего не оказывает помощь, но благодаря, что здесь казахские народы, русские люди, много национальностей были все, без исключения, они протягивали, делились крохой хлеба всем, чем могли. И благодаря им, которым мы жизненно благодарны, мы, может быть, и выжили. Доброте, человечности, уважению, терпимости к всему этому окружающему люду. Спасибо этому народу, спасибо этой земле, спасибо этому Казахстану, где нас приютил, где нас, как говорит Салман Сайдарович, не отнял от своей груди, не отнял нас, не отчуждил себя, принял нас в свою семью, и мы выросли, вернулись. Здесь люди, которые выросли, вот подобие меня, я 4 года тогда было, день, когда выселили. Сегодня 85 лет. Вы понимаете, когда я уеду на Кавказ, мне душно там. Не потому, что вот я здесь, потому что я здесь вырос, я воздухом вздохнул первый раз этим воздухом. И воздухом свободы. Вот. Человек ко всему привыкает. Ко всему привыкает. Я что хотел бы сказать? Этому подрастающему поколению, очень хорошему у нас подрастающее поколение, чтобы они знали вот это, никогда не забывали и несли бы в массы. Мы должны ниже, низ светского возраста, пели, щелкни, дальше, чтобы, как, знаете, цепная была реакция передавалась. Спасибо всему народу, что сегодня даже из-за небольшого, хотя, может быть, интереса, час-два здесь ждать, слушать, сидеть, терпение набрались вы. Спасибо вам за все. Спасибо вас, благодарю. Дай Бог вам всем здоровья, дай Бог вам счастья, дай Бог вам то, что нас когда-то постигло. Да учат, чтобы никогда в кошмарном, страшном сне, чтобы вам не приснилось. Фильм очень тронул, связан с нашей историей, с нашим народом, который пережил много чего, было много трудностей. Я благодарен, что мы как народ сохранили свою историю, помним свою историю, и мы не должны это забывать. Очень трогательно, аж мурашки по телу, что как вспоминаешь все, что было. У меня самого в семье есть тоже деды, которые тоже перенесли эти все сложности, эти выселки. Даже вспоминать это очень тяжело. Я не знаю, все, кто выходит, впечатление, конечно, наверное, мы очень привязаны к своим корням народ, поэтому все, что связано с нашей историей, всегда заставляет нас как-то волноваться, какие-то такие эмоции у нас вызывает. Кто-то из великих сказал, народ, у которого нет прошлого, не может быть будущего, поэтому дорогого стоят такие фильмы,
такие моменты. Это не коммерческое кино. Понятно, что на этом фильме не сделаешь больших денег. Но это фильм, который снят для народа и выходцами из этого народа, у которых болит душа, которые хотят, чтобы последующие поколения знали это, то, что происходило. Это исторические факты, и это нужно знать. Всем Баркал, всем просто огромный Баркал. Сумасшедший труд, конечно, такой, и дорого стоит. Во-первых, для нас это впервые, этот фильм, премьера очень понравился, чуть-чуть окунулись в историю, получили очень большие впечатления. Я думаю, ваши дальнейшие фильмы, которые будут продолжение, будут более яркие, более раскрытые. Ну, очень понравилось. Спасибо вам большое за вклад, за такое обширное мероприятие, которое сегодня произошло. Обязательно нужно было донести детям историю, как происходила автономия, как они оказались на территории Республики Казахстан, как принимала сторона, какая власть была суровая в те времена. Ну, не вся молодежь еще поймет этот фильм, но в памяти останется. Я думаю, что уже в будущем для второго, третьего просмотра что-то у них откроется в душе и над чем-то задумаются. Потому что история ингушей, она такая тяжелая очень. Мы прошли долгий путь. Благодаря, конечно, жизни, в которой мы здесь находимся, обретли на вторую родину и живем в этой части Казахстана, как на своей родине. Как говорили наши старейшины, это была такая суровая власть государственная, которая в части тех земельных ресурсов, которые находятся Республика Ингушетия, она нужна была кому-то, и нужно было эту народность куда-то отправить. Поэтому, да, действительно, мы увидели, какой вклад вложили, какой вклад народ Ингушетии, отдельные лица, как они старались, донесли. И благодаря этому и обрели обратно суверенитет, и республику, и территориальность. Ну, где-то она еще у нас покусана еще с разных сторон, но тем не менее какая-то часть у нас на России у нас имеется, и благодаря этому мы живем и гордимся этим. Казахстан — это наша родина, это мы здесь родились, мы уже в третьем поколении здесь живем, поэтому нас народ принял как братский народ, благодарны ему, любим и уважаем. Даже в какой-то части хотим и создать свой РУ и воссоединиться с казахским народом. Каждый какую-то частицу вносит для развития Казахстана, для того, чтобы жизнь была прекрасна.